Я про общих русских предков, русичей, которые основали государство Русь. От врагов отбивались, другие народы под защиту брали. А потом эти другие отплатили нам черной неблагодарностью. Вот вчера пришла на рынок купить фрукты, персики, черешню. Так этот из бывшей союзной республики мне гнилых в пакет накидал. Пришла домой, половину выкинула. Так обидно стало. А хотела вам, Соня, пирог испечь. А ты не переживай. Заяц теперь вам сама пироги печь будет. А мне много и не надо. Да и не из-за пирога, а из-за того, что обманул. Ну как так можно? Мы русским всегда помогаем. В советские годы им построили города, заводы, театры, больницы, школы. В 90-е они наших выгнали. Так не могут без русских жить. Снова приперлись в Россию на заработки. И нет, чтобы жить по совести. Все время пытаются нас обмануть. Ну, так совесть. Совесть – это качество русского человека. Что мумия Ленина является терафимом. Что такое терафим? Смотри. Терафим – это некий заклятый предмет, собиратель магической и парапсихической энергии, в основе которого лежат мумифицированные останки. У евреев вплоть до времени пророка Захарии, то есть до времени возвращения из Вавилонского плена и формирования ветхозаветного канона, терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых иудеями во время тайных религиозных церемоний. Впоследствии эти головы позволяли связываться с миром духов и предсказывать будущее. Мавзолей – это не что иное, как образец психотронного оружия. Проект «Мавзолей» жидо-большевиков – это создание машины подавления воли русского народа. Так, по крайней мере, утверждает автор книги, за которой на наше издательство подали в суд. А чего им не понравилось?